Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодняшняя тема консультация «Учим казахский язык дома». Чтобы научить малыша казахскому языку, требуется немного вашего личного времени и любовь к своему крохе. Если в семье никто не владеет казахским, обучение лучше всего начинать с 3 лет. В детских садах раннее обучение давно не новость. А что делать, если малыш не посещает детский сад, а сидит дома с мамой? Ответ однозначный. Заниматься ребенком самостоятельно. Ничего сложного в этом нет. Современные родители с казахским языком знакомы хотя бы по школе и университету. Для начала этого вполне достаточно. Очень важно, чтобы для малышей изучение казахского стало интересной, увлекательной игрой. Только тогда вы достигнете результата. Можно во время одного из уроков как бы между делом задуматься вслух, а не рано ли моим деткам учить казахский? Ведь это такое важное, серьезное и интересное дело. Обычно на уроки ходят ребята постарше. Смогут ли они? Но только не перегните палку, иначе отобьете всякую охоту к занятиям. Пусть урок станет маленьким праздником. Можно вместе с ребенком придумывать истории про животных, растения, предметы. Например, сочините сказку про храброго и трудолюбивого муравья. Только называйте его по-казахски – құмырсқа. Со временем в историях появятся и другие слова. Орман – лес, тиін – белка и так далее. На втором этапе можно будет вводить прилагательные и глаголы. Так постепенно ребенок не только узнает новые слова, но и научится строить фразы и предложения. Если заметили, что проза малышу наскучила, переходите на поэзию. Обозначьте этот переход как-то значимое. Скажите, к примеру, ну вот, ты уже многое знаешь, но есть еще кое-что интересное. Как ты думаешь, мы уже можем это сделать? Пусть каждый новый этап будет желанным. Придумывайте с ребенком стишки. Для начала хватит одного слова на казахском. Рифмовки с использованием казахских слов выручат и во время проведения небольшой физразминки, которая маленьким детям жизненно необходима. Стишок может быть таким: мячик, доп, кидаем об, аяк ножкой топнем топ, ручкой қол друзьям махнем, бас головку повернем. После всего этого можно предложить детские стишки на казахском. Главное, чтобы они были простыми и с использованием знакомых вам слов. Дорогие родители, надеюсь, сегодняшняя информация оказалась для вас полезной и обучающей. Желаю вам успехов!